Merhaba Ruşen. О, hayırlı günler Ayşe. Seni көрген бейолсун. Мен de seni көрмеген мемнуным. По телефону ты сказал, что нужно срочно встретиться. Не oldu? Her şey yaxşı mı? Сау, эрше яхшы. Ама сенден ярдым керек. У моей тети день рождения, и нужно купить ей букет, а я совсем ничего в этом не понимаю. Айше, ярдым этерсен ма? Evet, benim için zamet değil. Мне это не трудно. Кстати, zamet – труд, хлопоты. А zamet değil – не трудно. Букет по-крымско-татарски – гүл десте. Ойле олса чечек салонына ыкымыз барайық? Yaxşı. Интересно, попросив Айше пойти с ним в цветочный магазин, догадается ли Рушен подарить ей букет? Посмотрим, ну а наш урок только начинается, и давайте начнем его с проверки домашнего задания. Первое задание. Бырынчы вазифе. Переведите на русский язык словосочетание. Анама ярдым этмелим. Я должен помочь маме. Окумах борджлусыңыз. Вы должны учиться. Мусафырге каве пшырмелі. Гостю нужно приготовить кофе. Достлар кельмелилер. Друзья должны прийти. Булгар жалафетмек. Говорить по-болгарски. Вазифена япмак керек. Нужно сделать задание. Спортнен ограшсам. Если займусь спортом. Алманы бермеңіз. Не давайте яблоко. Армутны бермек керегім. Я должен дать грушу. Второе задание. Эконджи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык предложение. Мен Френкистанға бармаға істейм. Маңа инглиз тіліні огренмек керек. Сен бұны яхшы ақылда тұтмалысың. Егер біз вазифені анламасақ, оны бежеріп оламамыз. Бұны крым-татарже айтыңыз. Третье задание. Учинджи вазифе. Найдите в крымско-татарском словаре названия стран и жителей. Голландия, Голландия. Голландец, Голландиялы. Швейцария, Исветчере. Швейцарец, Исветчерелі. Финляндия, Финляндия. Фин, Фин. Латвия, Латвия, Летония. Латыш, Латыш, Летон. Эстония, Эстония. Эстонец, Эстон, Эстониялы. Китай, Чин, Кытай, китаец. Чинлі, китайлы. Япония, Япония. Японец, япон. Бразилия, Бразилия. Бразилец, Бразилиялы. Иран, Иран. Иранец, иранлы. Норвегия, норвеж. Норвежец, норвечлі. Вау! Nasıl acayip! Nasıl güzel çiçekler! Айше, заметалмаса айчымана аджип сүзі недір? Acayip прекрасный, изумительный, удивительный. Аджип чечеклер. Кстати, я знаю только несколько названий цветов. Эрлган, сирень, гуль, роза, ясемин, жасмин. Может быть, расскажешь мне о других? Сен аклысын, скажи, какого цвета цветы ты здесь видишь? Бияс, сару, хырмызы. А как по-крымско-татарски будет розовый? Розовый гульгуле или пимпе? Гульгулю, пимпе. Подожди, пимпе? Что-то мне это напоминает. Selam! Sizlerinin kendimin Pimpe! Bugün biz fotosesiyaga yol alamız. Başlayımız! Tanışınız bugünkü modellerim. Ülker, Medina ve Selin. Merhaba! Да, кроме уроков с тобой, я и в программе Пимпе учу родному языку самых маленьких. Сагыл Айше, менде якшы ана тіліні білмек керегім. Машаллах, Айше, но нам пора переходить к новой теме. И сегодня мы поговорим об одной из неличных форм глагола. Помните, что такое неличные формы глагола? В отличие от личных, неличные формы глагола выражают действия, которые не указывают на число и лицо. Именно поэтому они не могут служить сказуемым в предложении. В крымско-татарском языке, как, собственно, и в других тюркских языках, к неличным формам глагола относятся деепричастие, алфииль, причастие, сифатфииль и глагольное имя, исмфииль. Их общей чертой является неизменяемость по лицам, наклонениям и времени. Герой сегодняшнего занятия – алфииль.
Деепричастие. В крымско-татарском языке есть несколько форм этой части речи. Деепричастие одновременного действия, деепричастие несовершенного действия и деепричастие несовершенного предшествующего действия. По мере изучения родного языка вы, конечно же, познакомитесь с ними со всеми. А сегодня познакомимся с самой распространенной формой этой части речи – присоединительные деепричастия. Айше, пока Тимур Радя готовит для меня новые аффиксы, расскажи подробнее о цветах. Мен чечеклерны, адлараны, огренмели. Записывай и запоминай. Замбак – лилия, ляле – тюльпан и сусам – ирис. Повтори и расскажи, какого цвета эти цветы. Так, получается, беяз замбах – это белая лилия, сары ляле – желтый тюльпан, мавы сусам – синий ирис. Нарцисс по-крымско-татарски – наргиз, ромашка – пападие, а гиацинт – сумбуль. Наргиз, пападие, сумбуль. Я знаю это слово, сумбуль. Это имя одного из главных персонажей любимого турецкого сериала моей бабушки. Сезны Динли Айше Султан Хазретлери. Айшені діңлер үшін дыққатнен діңлеп, ана тіліні яхшы огренерсін. Слушая внимательно, хорошо выучишь родной язык. Вы заметили, я употребил в этом предложении деепричастие «діңлеп», «слушая». Пора вам рассказать, как они образуются. И вновь к нам на помощь приходят аффиксы. Это аффиксы «п», «ип», «ып». Они присоединяются к глагольной основе. Напомню, глагольная основа – это форма глагола во втором лице в повелительном наклонении. К примеру, «ок» – читай, «окуп» – читая, «кель» – приди, «келеп» – придя, «ал» – возьми, «алып» – взяв. После слога, оканчивающегося на гласную, ставится «п». После твердого слога ставится «ып». После мягкого «ип». Рассмотрим на примере предложений. Китапханеге келеп, студент керекли китапны алды. Придя в библиотеку, студент взял нужную книгу. Ялтадан қайттып, о аман Бахчисарайға кетті. Вернувшись из Ялты, он сразу уехал в Бахчисарай. Янтық ашап, о чай ичмеге истеді. Поев янтық, он захотел выпить чаю. Рушен, переведи на родной язык. Послушав Тимура Удя, я все понял. Тимур Раджана Динлеп, мен эршей не анладым. А теперь образуй деепричастие от глаголов «кормек» – видеть, «сорамак» – спрашивать и «тутмак» – держать. Хорошо, сначала мы выделим глагольную основу. Корь – смотри, тут – держи и сора – спроси. Теперь нам нужно присоединить нужный аффикс, и тогда мы получим кореп, смотря, увидев, тутып, держа и удержав, сорап, спросив, спрашивая. Дикатнин дынлеп эршейны догрöптен. Внимательно послушав, ты все сделал правильно. Салыши. Нам осталось узнать об отрицательной форме деепричастия. И тут я вам ничего нового не расскажу. Отрицательная форма, как и в других случаях, образуется при помощи безударных аффиксов «ма» и «ме». Хотя кое-что новенькое все-таки есть. Так как «ма», «ме» заканчиваются на гласный звук, а аффиксы деепричастия «ып», «ип» начинаются с гласного звука, то между ними ставится разъединительный гласный звук «й». И аффиксы деепричастия превращаются в «ип», «ип». Посмотрим на примеры. «Окума-ип» – не прочитав. «Барма-ип» – не пойдя. «Кельме-ип» – не придя. «Корме-ип» – не увидев. «Алма-ип» – не взяв. Гульна алмы бучичек на аларам. Айше, очичек на ады недр. Бу – каранфиль, гвоздика. Каранфиль. Хорошо, а как по-крымско-татарски будет познакомить? Познакомить таныш этмек. Башха чичеклернен де менно танышет. Яхшы, таныш этерем. Хризантема по-крымско-татарски касым или кусь чечегі. Дословно ноябрьский или осенний цветок. Раньше ноябрь у нас называли не только бош-ай, но и касым. Кстати, у нас Турция Френк лялесы. Подожди, Фрэнк лялесы? Французский тюльпан? Именно так. У цветов по-крымско-татарски есть очень интересное название. Например, маргаритка, назлы чечек, дословно нежный цветок. Незабудка, назлы кыз, дословно нежная девушка. И фиалка, милевше. Назлы чечек, назлы хыс, маргаритка, незабудка и милевше, фиалка. Но есть и еще более интересные названия. Например, у подснежника и ландыша. Подснежник – белый кувшинчик. Ах-бардах. Именно так его у нас называют. А ландыш – пейгамбер дёгмесы.
Пуговица пророка. Ну это я обязательно запомню. Ахбардах – подснежник, пейгамбер дюймесы, ландыш. Ну, ты знаешь, я все-таки больше всего люблю розы. Бугуль, сана, эши. Сагу. Молодец, Рушен, оправдал мои ожидания. Ох, не зря я его учу. Итак, давайте запишем домашнее задание. Бырынчи вазифе. Первое задание. Образуйте от глаголов деепричастие с аффиксами п, ип, ип. Второе задание. Икынчи вазифе. Переведите на русский язык словосочетание. Третье задание. Учинчи вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык.